В Москве активисты прокремлевского молодежного движения провели пикеты у входа в здание редакции «Радио Свобода», «Свободная Европа» и «Голоса Америки». Активисты движения «Антимайдан» держали плакаты, на которых было написано «Печеньки со вкусом лжи» и «Печеньки для иностранных агентов». Эти лозунги ассоциируются с визитом на Киевский Майдан Виктории Нуланд, помощника госсекретаря США, в ходе которого она, согласно сообщениям, раздавала демонстрантам печенье. Члены движения «Антимайдан» утверждают, что за массовыми демонстрациями в Киеве, результатом которых стала отставка украинского правительства год назад, стояли Соединенные Штаты. В столице Молдавии, Кишиневе, молодые активисты требовали принять строгие меры в целях защиты молдавских рек. Они призывали правительственные учреждения следовать стандартам Европейского Союза в отношении охраны окружающей среды и водных ресурсов. Демонстранты предупредили, что отсутствие современной системы канализации угрожает здоровью граждан. В Пешаваре на северо-западе Пакистана активисты организовали демонстрацию протеста против мер правительства, направленных на отслеживание мобильных телефонов в рамках кампании по борьбе с террористическими организациями. Федеральное правительство распорядилось регистрировать сим-карты пользователей мобильных телефонов и одновременно снимать отпечатки пальцев пользователей. Все незарегистрированные до апреля сим-карты будут блокированы. Протесты организованы правящей партией провинции Хайбер-Пахтунхва. В жилых районах египетской столицы Каир взорвались несколько бомб, в результате чего погиб 1 человек и ранены 10 человек. Так выглядит место одного из терактов, проведенных 26 февраля около офиса телекоммуникационной компании. Со времени свержения президента-исламиста Мохаммада Мурси в июле 2013 года в Каире неоднократно приводили в действие взрывные устройства. В Таджикистане Нижняя палата парламента провела заключительную сессию перед выборами, намеченными на 1 марта. Второй тур выборов пройдет 2 неделями позже, после чего в конце марта соберется новый парламент. На прошлых парламентских выборах, прошедших в 2010 году, партия президента Эмомали Рахмонова получила 55 мандатов из 63. ОБСЕ заявила, что эти выборы не соответствовали демократическим стандартам.